Очень много, как и внутри государства. Так и на международном уровне очень много говорится о понятии толерантности. Сколько бы мы ни говорили, но проблема остается, конфликты остаются. То есть получается, что сегодня, если мы возьмем наше общество, оно настолько разнится, это проблема идентичности. Можно его классифицировать по полу, по возрасту, по социальному положению, профессиональный, религиозный. Это можно бесконечно об этом говорить. И вот как быть в этой ситуации, чтобы общество, оно было, толерантным, то есть терпимым друг к другу. Вопрос толерантности на самом деле очень важный, но мы о нем говорим и о нем мы забываем. Толерантность, на мой взгляд, вообще понятие очень многосложное, многоаспектное. Я хочу сказать о том, что ученые не придерживаются одинаковой точки зрения. Некоторые считают, что толерантность, он в конце концов приведет к тому, что будет абсолютный хаос и абсолютный беспредел, потому что, чтобы быть толерантным, нужно признавать абсолютно все деструктивное, начиная там различные вещи, которые мы не воспринимаем, ценности, да, и кончая, в общем-то, сегодняшними явлениями, да, террористическими, экстремистскими и так далее. Толерантность можно считать идеалом культурного многообразия. И когда ты относишься по-доброму, по-хорошему, ты уважаешь все конструктивное, все прогрессивное. Это не означает, что кто-то рядом сосед находится, он делает неблагие поступки, ты должен молчать. Нет, для того, чтобы общество все было толерантным, надо воспитывать детей, начиная со школьной скамьи. Но, к сожалению, получается такая ситуация, когда учителя в школе говорят одно, а в обществе мы увидим совершенно другое. Ребенка нужно воспитывать именно примером. И в этом отношении понятие толерантности, оно очень многосложное, многоаспектное, и его делят на толерантность позитивную и негативную. Позитивная, когда человек интересуется, он хочет узнать другого человека, почему у него другая культура, почему у него другая вера, традиции, обычаи. Он пытается это понять еще. И при этом уважительно относиться к его мировоззрению, к его обычаям, традициям, обрядам. Это вот в таком положительном смысле. А есть еще, оно такое, можно сказать, равнодушие. Ты меня не трогай, я тебя не трогаю, твоя культура, твои традиции. Но дело в том, что если первая позиция, она замечательная, а вторая позиция, в конце концов, при стечении каких-то неблагоприятных обстоятельств, оно может привести к тому, что все равно конфликт возникнет. Если говорить в отношении вообще международных документов, это, вы знаете, международные организации, возьмите, пожалуйста, ООН, ЮНЕСКО, преамбула устава Организации Объединенных Наций начинается с понятия, что такое толерантность. Это уважение, это терпение друг к другу. Или же специально существует декларация принципов толерантности, понимания. Там резолюция ОБСЕ. Наверное, не зря такие солидные организации этим вопросом занимаются, потому что на самом деле очень важно, как ты относишься к человеку, пусть, скажем, к соседу. Если ты его ненавидишь, он будет тебе тем же самым отвечать. Если ты его будешь уважать и при этом не противодействовать, не радикализироваться против него, естественно, он тоже будет это понимать. То есть, получается, толерантность нужно начинать с себя. Люди разные, и это нужно понять каждому. И каждый человек отвечает сам за себя, независимо от того, ты мусульманин, или же ты христианин, или ты буддист, все равно ты отвечаешь сам за себя. В этом отношении мировые религии, допустим, буддизм сама толерантность. Сам Далай-лама
его святейшество, да, Далай-лама XIV, он говорит о том, что как раз-таки мир, он и разнообразен тем, что существуют люди разной нации, разных религий, разных вероисповеданий, и это надо принимать. Никогда нельзя навязывать свое видение мира, свою религию. Если взять христианство, то вы прекрасно знаете о том, что начиная еще с Нагорной проповеди, да, возлюби ближнего своего, да, относись к другому человеку так, как ты хочешь к нему относились, люби врагов своих, прощай, будьте миротворцами. То есть существует очень-очень много в этих высказываний, где говорится о том, что человек, он может выжить только тогда, когда он будет просто с миром относиться к другому человеку, по-доброму, а иначе, в общем-то, проблема. В Коране то же самое говорится о том, что нельзя заставлять другого человека принимать веру, что нужно уважать. Если бы Аллах захотел, Он бы всех сделал бы, в Его силах сделать всех одинаковыми.